Критическое мышление– это обращение к людям, которые живут в России, к тем, кто считает себя достаточно умным и понимает, почему это самое критическое мышление так важно. Если вы считаете, что контент, который вы потребляете, не поддается критике, дальше можно не смотреть. Путин говорит: специальная военная операция с целью защиты украинцев. А у нас на данный момент убиты уже десятки невинных детей. У вас говорят, что нет потерь, а у нас русские военнопленные и российская техника. Давайте разбираться. Вы хоть раз открывали независимые медиаресурсы? Хоть раз. Критическое мышление. Навык, свойственный далеко не всем. Проверенные факты – основа дискуссий и дебатов, основа журналистики. Анализировать информацию из разных источников абсолютно необходимо, если хотите сказать, что осведомлены в вопросе. Вы разбираетесь в этой войне, но сами находитесь в России? Интересно, какие же у вас источники информации? У нас тут семья, родственники, друзья, дети. Неужели, когда украинцы говорят: «Уходите с нашей земли, нам ничего от вас не надо», этого недостаточно? Русским сейчас кажется, что весь мир против них. Но как же так? Вы же просто хотите помочь братьям-украинцам. Хотя вокруг страны подозрительно часто идут по одному сценарию. Молдова напала сама на себя. Грузия напала сама на себя. Украина уже как 8 лет сама с собой воюет. Россия должна помочь. Вот только проблема в том, что сейчас Украина просит: не надо нам помогать. У нас нет проблем. У нас все было хорошо, пока Россия не пришла помогать. Нас нет кого спасать. Нет никаких сил в стране, которые противоборствуют настолько, чтобы взять в руки оружие. Я объездила где-то 50 украинских городов за свою жизнь и точно никогда не видела ненависти к своим же. Что же сейчас? Украинцы злые? Очень. Русские убивают нас на своей же земле. Оккупировали Крым, создали так называемое ЛНР, ДНР, а теперь в прямом смысле атакуют всю страну танками и градами, по детским садам, по больницам, по мирному населению. До сих пор верите, что спасаете украинцев. Сейчас весь мир спасает нас от вас. Никто еще так не сближал Украину, как общий враг. Да, мы очень злые, потому что убивают наших детей. И родителей, и друзей, всех без разбору. Критическое мышление. Согласимся, пропаганда всегда есть со всех сторон. И с украинской, и с российской. В основном русские не понимают, что происходит, потому что смотрят только телевизор. Там, где эксперты из Украины – это люди, которых украинцы знать не знают, потому что для нас это, очевидно, люди, которые не вылазят из ваших эфиров, чтобы насаждать какие-то нарративы, что нам плохо, и так нужны русские и их помощь. Спойлер, это не так. Поэтому вам сейчас так сложно. Столько лет говорили про Украину, вместо того, чтобы проблемы своей страны обсуждать. А на самом деле мир принял совсем другую позицию. И не потому, что захотелось просто так унизить Россию санкциями. Во взрослом мире все не так работает. В вашем телевидении, которое полностью контролируется государством, совершенно не существует оппозиции. Настоящая оппозиция. Кому это надо? У всех стран она есть. Наверное, кроме Беларуси. Или уже можно говорить Белоруссии. В России также хорошо налажена система подавления митингов. У вас нельзя выйти с плакатом, нельзя выйти на одиночный пикет, на мирный протест. У вас существуют автозаки, специально для упаковки неугодных. А у нас можно все, у нас демократия, верный признак которого смена власти каждые 5 лет. Мы тут своими силами поддерживаем армию. Стали бы мы это делать, если бы боялись власти? Мы поддерживаем армию, потому что нужно защищаться от российской помощи. К чему это все? Критическое мышление. Если вы уверены в своей правде, открывайте мировые независимые СМИ. Вы же образованные, английский наверняка знаете. Если недостаточно образованные, для вас есть автоматический перевод в браузере. Для чего читать другие СМИ? Чтобы узнать, что видно и слышно у нас. Почему дети прячутся с родителями в подвалах и от кого? Почему русским матерям придется оплакивать сыновей тихо? У Путина же официально нет потерь.
Для таких украинцы создали телеграм-канал «Ищи своих», чтобы они находили погибших русских на территории Украины, тех, кого можно было опознать. Сколько должно пройти времени, чтобы вы научились думать дважды, трижды, четырежды, пока не проверите информацию? Но сколько бы времени ни прошло, русские для нас всегда будут врагами. Вы, ваши дети, внуки и правнуки. Исправляйте ошибки свои и ошибки общества. Пока не поздно. Выходите на митинги, свергайте власть. Слава Украине! Русский военный корабль. Иди на...